Коми поменяется структура управления регионом. Сегодня глава внес на рассмотрение Госсовета кандидатуру на должность председателя правительства. Им стал Игорь Булатов. До последнего времени Игорь Борисович работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в различных сферах. Также в парламент направлены документы на назначение в качестве первого вице-премьера Ирины Бахтиной. Прежде она работала в банковской и производственно-сбытовой сфере, в том числе в международных компаниях, где отвечала за устойчивое развитие бизнеса. Определенно сохранят посты в новом правительстве министр финансов Галина Рубцова. Это ведомство она возглавляет с 2014 года, а также действующие сейчас представители республики в Москве и Санкт-Петербурге Сергей Мамонов и Валерий Козлов. Все эти кадровые вопросы завтра, 20 октября, рассмотрят на сессии депутаты Госсовета. Этому и другим вопросам сегодня посвятил обращение к жителям глава Коми. Уважаемые жители республики, добрый день. Продолжаю информировать вас о ситуации. Что касается эпидемиологии. Сегодня в республике лабораторно подтверждены 10 873 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки 166 человек. В основном Сыктывкар 48 случаев, Ухта 45 случаев, Княж-Погосский район 19 случаев. Под медицинским наблюдением 4414 человек, выздоровели 8463 человека. За сутки у нас сегодня очень мало выздоровевших, всего 12 человек. В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусом я внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Теперь жители республики при появлении признаков острой респираторной инфекции должны оставаться дома и незамедлительно обратиться за медицинской помощью, позвонить в свою поликлинику и вызвать врача на дом. Также необходимо сразу принять меры по соблюдению режима самоизоляции на дому. Министерству здравоохранения Республики Коми предписано обеспечить оказание гражданам амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. А медорганизациям обеспечить гражданам, проживающим совместно с лицами, у которых выявлены признаки ОРВИ, выдачу документа о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Работодателям предписано обеспечить соблюдение работниками самоизоляции при выявлении у них острой респираторной инфекции, а также лиц, совместно с ними проживающих. Сегодня я внес в Госсовет Республики кандидатуры председателя правительства Республики Коми и его первого заместителя. Я попросил депутатов поддержать назначение Булатова Игоря Борисовича на должность председателя правительства республики и Бахтиной Ирины Сергеевны на должность первого заместителя председателя правительства Республики Коми. Решение по ним депутаты примут завтра на заседании сессии Госсовета Республики. Уверен, что опыт, знания, профессионализм предложенных мною кандидатов послужат на благо республики и ее жителей. Ко мне обращаются жители республики с жалобами на грязь на железнодорожном вокзале города Сыктывкара. Хочу сказать, что сейчас там идут ремонтные работы по адаптации вокзала для маломобильных пассажиров. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Работы по созданию безбарьерной среды ведутся в здании вокзала и на платформе. Сейчас завершается адаптация комнаты отдыха для пассажиров с ограниченной возможностью. Отремонтирован кассовый зал. На платформе установлено новое освещение и системы оповещения. Проводится ремонт фасада, входных групп и пассажирской платформы. Пока жителям республики и ее гостям придется испытывать определенные неудобства. Но поверьте, обновление вокзала того стоит. Ремонтные работы планируется завершить в декабре текущего года. Уважаемые жители республики, это все, что я хотел сказать вам сегодня. Будьте здоровы, берегите друг друга. До завтра.